Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Республики Коми, эксперты Российской Федерации. Коми Республиканский институт развития и образования приветствует участников стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразование и развитие». Второй год подряд данная конференция становится для профессионального сообщества республики значимым событием. И, конечно, нам очень важно, что, несмотря на все сложности, мы приняли решение, и благодаря поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики данная конференция проходит традиционно в осенний период. Сегодня мы работаем на площадке, которая позволяет нам в режиме онлайн подключать все муниципальные образования нашей республики. И самое важное, что ведется прямая трансляция конференции. 4 насыщенных профессиональных дня нас ожидает. Мы с вами будем работать ежедневно с 10 утра до 17 часов. И, конечно, профессиональный диалог и выработка тех решений, которые необходимы для принятия на уровне республики, это важная задача всех участников конференции. Уважаемые коллеги, для приветствия я передаю слово Олегу Александровичу Холопову, заместителю министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже сказала Галина Владимировна, мы действительно второй год подряд организуем такое, на самом деле, очень важное, значимое событие образовательное, республиканскую стратегическую конференцию «Образование 21 века. Инновации, преобразование, развитие», объединяющее профессиональное сообщество региона, руководящих и педагогических работников практически всех типов образовательных организаций. Все обсуждаемые вопросы, а это национальная система профессионального роста педагогов, цифровизация образования, социокультурная интеграция, профессиональная ориентация и самоопределение, поддержка талантливых детей и молодежи, все это определяет основные тенденции развития системы управления качеством образования в Республике Коми в контексте реализации национального проекта образования и республиканских проектов. Наша стратегическая конференция стала площадкой трансляции инновационных практик, а инновационная деятельность в образовании, как известно, одно из качественных условий, способствующих развитию образовательной системы. Галина Владимировна сказала, что с учетом эпидемиологической сложной ситуации в 2020 году все мероприятия нашей конференции проводятся в онлайн-формате. Но и это в то же время позволит нам увеличить круг участников конференции, непосредственно принять участие всем активным представителям на всех площадках, на всех мероприятиях, либо посмотреть видеозапись. На конференции зарегистрировалось свыше 500 участников из всех муниципальных образований Республики Коми, а также из других регионов нашей страны. Это Челябинская, Ярославская, Липецкая, Томская области, Республики Татарстан и Марий-Эл, Забайкальский край и представители Республики Беларусь, что, безусловно, свидетельствует о высоком интересе профессионального сообщества к рассматриваемым на конференции вопросам. Экспертами на стратегических сессиях выступят представители ведущих федеральных научных организаций, вузов, организаций дополнительного профессионального образования, издательств учебной литературы, разработчики цифровых платформ и ресурсов, а также представители системы образования Республики Коми. Уважаемые коллеги, от имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми я приглашаю всех к конструктивному общению, диалогу, взаимообмену идеями, технологиями, практиками и выработке совместных решений, направленных на достижение целей национального проекта образования. Спасибо. Спасибо, Олег Александрович. Уважаемые коллеги, столь значимые задачи, которые Олег Александрович озвучил, конечно, сегодня станут основанием для обсуждения вопросов в рамках пленарной сессии. В течение часа мы с вами будем рассматривать республиканские проекты национального проекта образования с точки зрения векторов трансформации системы образования. Конечно же, очень значимо, что в контексте
стратегических задач мы с вами обсудим управление качеством образования, тоже как механизм совершенствования системы образования. Ну и, конечно же, цифровая образовательная среда. Сегодня это актуальная тема, которая для нас является значимой. И я предлагаю уже сейчас подключиться к нашей пленарной сессии Марину Ефимовну Вандур-Сысоеву, доктора педагогических наук, профессора Московского педагогического государственного университета, доброго уже соратника нашей республики, профессионального партнера Коммерс-Республиканского института развития образования. Марина Ефимовна выступит с докладом «Цифровая образовательная среда как современный инструмент управления учебным процессом». Уважаемые коллеги, итак, мы даем старт нашей конференции. Марина Ефимовна, вам слово. Добрый день, уважаемая Галина Владимировна, добрый день, Олег Александрович, уважаемые коллеги. Я, как обычно, с огромным удовольствием сегодня пришла на конференцию. И не побоюсь сказать, на нашу конференцию, потому что действительно вместе становится очень позитивно, очень полезно всегда трудиться. Цели-то у нас одинаковые. Мы все работаем ради наших детей, ради наших студентов, учеников, для того, чтобы они процветали, были успешными в этой жизни. И современные условия, они диктуют какие-то новые вызовы, на которые мы и вынуждены отвечать, и отвечаем с удовольствием. И поэтому вот этот неподдельный интерес, который сложился в Институте развития образования, он, конечно, по-новому заставляет взглянуть на очень многие вопросы. И вот сегодняшняя тема цифровой образовательной среды, она как никогда актуальна, потому что это та новая возможность, которая открыла для нас равные возможности, простите за такую тавтологию, потому что раньше мы только провозглашали такие возможности, а сегодня каждый, независимо от того, где он находится, независимо от того, в каком часовом поясе, может участвовать вместе с нами в этом интересном и продуктивном разговоре. Но для того, чтобы мы могли говорить на одном языке, конечно, надо понять, что же это за среды, которые позволяют нам вот эти равные возможности реализовать. Нужно отметить, что определение электронной информационно-образовательной среды как категории закреплено в Законе об образовании Российской Федерации в 16 статье. И это как раз тот компонент, тот важный ресурс, который позволяет обеспечить равные возможности. Это тот ресурс, который в каждой образовательной организации в условиях и применения частичного электронного обучения, и в условиях применения полностью электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий позволяет организовать учебный процесс независимо от уровня образования. Однако важно отметить, что несмотря на то, что все компоненты вот этой электронной информационно-образовательной среды должны быть в каждой образовательной организации, и именно с помощью этих составляющих организуется учебный процесс, потому что для того, чтобы мы могли полноправно, целенаправленно использовать контент, использовать процесс обучения, мы обязательно должны иметь различные системы входа, такие, как представлены здесь на этой картинке. Вот вы видите слева, это электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя и приемную комиссию, сайты соцсети, библиотеки, каналы коммуникации, все те составляющие, которые обеспечивают возможность организации обучения. И, наконец, цифровая образовательная среда – это тот уникальный ресурс, который создается в каждой образовательной организации для целей обучения. И если определение категории электронная информационная образовательная среда, оно нам задано в Законе об образовании, то нужно обратить внимание на цифровую образовательную среду. И вот эта цифровая образовательная среда, она как раз-таки на сегодняшний день
не определена пока законодательно. Есть только уникальный проект, который когда-то запустится, и о нем чуть ниже скажу. А на самом деле мы с Викторией Александровной Шитовой, кандидатом педагогических наук, моей коллегой, мы трактуем цифровую образовательную среду как специальным образом созданные ресурсы, сформированные, интегрированные ресурсы для целей образования. Потому что цифровая образовательная среда таит в себе много очень неожиданностей и полезностей для учебного процесса. Во-первых, это среда, в которой сосредоточена вся информация, которую необходимо передать обучающемуся. Это теоретический материал, это аудио-видео-материалы, это наборы заданий, инструменты для организации взаимодействия между участниками образовательного процесса. С другой стороны, цифровая образовательная среда аккумулирует всю информацию. С одной стороны, имея возможность передать ее обучающимся, а с другой стороны, собрать результат этой работы. То есть мы с вами можем говорить о том, что это некая такая внутренняя школа, где есть и входные возможности, которые нам реализуется с помощью EOS, и точка доступа для всех обучающихся, и точка сбора информации, и учительская, и деканат для того, чтобы эту информацию собирать, анализировать и организовывать взаимодействие между участниками образовательного процесса. Вот эта вот точка доступа, это цифровая образовательная среда в каждой образовательной организации может быть разной. И дальше внутри каждый преподаватель формирует вот этот свой сегмент по-своему, потому что на каждом этапе, в каждом предмете, в каждой предметной области есть свои особенности. И вот эти особенности реализуются с помощью обилия разных цифровых инструментов. Одним преподавателям нужны аудиовозможности, другие видео любят, третьим нужны обязательно разговорные, переговорные, четвертым нужно рисовать. И все это может быть также интегрировано в цифровую образовательную среду. Поэтому мы можем сегодня утверждать, что цифровая среда, цифровая образовательная среда – это часть электронной информационно-образовательной среды, потому что все остальные компоненты обеспечивают работу цифровой образовательной среды. Нельзя не говорить о том, что сегодня в государстве очень много и очень часто поднимается вопрос об организации этой цифровой образовательной среды, чтобы было понимание происходящих процессов вот в этом цифровом пространстве. Был инициирован проект эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды для общего, среднего, профессионального и доп. Образования детей и взрослых. Этот проект достаточно интересен, в нем есть и глоссарий, который позволяет понять, что же будет происходить на этих экспериментальных площадках, и план действий, предусмотрено финансирование. Однако, на мой взгляд, пока использовать категории, которые определены в этом проекте, пока я предполагаю, что они должны дорабатываться для того, чтобы было сочетание категорий, определяемых в проекте, с законом об образовании, которым мы с вами пользуемся. Но этот проект обещает быть интересным и, видимо, впоследствии масштабируемым на Россию. Мы должны сегодня понимать, что сам процесс обучения, он достаточно сложен для преподавателей. Вот эта цифровая образовательная среда, она как обязательная возможность для участников образовательного процесса. Почему я говорю, что он сложен? Потому что первый этап, который мы с вами пережили с марта по июнь, это был этап удаленной работы, когда нам предложили работать удаленно в связи с открывшимися обстоятельствами, но копируя полностью очное обучение. И это, наверное, был единственный выход, потому что те учителя, преподаватели, которые уже работали в системе дистанционного обучения, были к этому подготовлены, это не вызывало много сложностей, вызвало только увеличение нагрузки на подготовку.
и на реализацию. А те учителя, которые не были к этому готовы, они должны были в эту среду погрузиться. А вот с 1 сентября на новом витке, вот на новом этапе, который опять нам предложил свои вызовы, к сожалению, мы уже уходим на конкретно дистанционное обучение. Дистанционное обучение как форму, предполагающую подготовленность преподавателя, разработку и готовность электронного образовательного ресурса для обучения, готовность обучающихся к восприятию учебного материала и к самоорганизации, что является неотъемлемой частью дистанционного обучения. То есть сегодня мы должны и переходим на дистанционный формат. И я должна сказать, что здесь, наверное, нужно понимание каждого, и родителей, и учителей, и организаторов учебного процесса, что все это не очень просто. И мы должны этот этап тоже пережить и принять как некий вызов, потому что все те материалы, все те ресурсы, что мы сегодня с вами делаем, все те навыки, которые приобретают обучающиеся и обучающие, это неотъемлемая часть, в том числе и очного учебного процесса. Это должно в итоге стать удобным компонентом для реализации равных возможностей, когда будет, я надеюсь, что мы перейдем все-таки с вами и на очное обучение для первого образования высшего, для школы. И на этом этапе вот эта среда, которую мы создадим и создаем, она будет удобным, комфортным ресурсом для того, чтобы дать всем равные возможности, для того, чтобы обратить внимание на обучение одаренных, для того, чтобы дать возможность продвижению в успешности для детей, которые отстают по тем или иным причинам в обучении, но готовы наверстывать упущенное. Поэтому я вот в этот период живу с одной стороны с удовольствием, с другой стороны с надеждой, а с третьей с желанием, чтобы мы понимали, что мы живем и должны жить, а не выживать. И вот это должно давать другие надежды. А сегодня, конечно, учитель выступает вот в самых разных ролях, как я здесь попробовала представить на этой картинке. Ну, что делать? Нам надо использовать все возможности. И в этом случае электронная информационно-образовательная среда и как ее часть цифровая образовательная среда служат отличным инструментом для управления учебным процессом. И только в умелых руках учителя это действительно достойный инструмент. И я предполагаю, что вот эта конференция, стратегические сессии с уникальными спикерами, контентом, с людьми, которые организовывают, Галина Владимировна, эту замечательную конференцию, это, конечно, тот очень важный элемент в жизни региона, в жизни каждого учителя, и это настоящая профессиональная педагогическая поддержка всех тех, кто сегодня отвечает за образование, всех тех, кто в нем участвует, и всех тех, кто верит в то, что он делает, позитивно настроен и надеется на успех. И я, конечно, желаю нашей конференции продвижения, успешности и очень интересных результатов в процессе организованной работы. Марина Ефимовна, благодарны вам за столь важное выступление. Действительно, стратегические позиции обозначены. И, конечно, самое важное, что мы осознаем, мы обязаны работать в едином профессиональном пространстве. И вот эти обязательства перед сообществом, уважаемая Марина Ефимовна, мы благодаря вам и исполняем, потому что сегодня действительно вы являетесь идеологом цифровой трансформации в системе образования, и то единство взглядов, которое вы транслируете и в рамках нашей конференции, конечно, очень важно для педагогов, для каждого педагога не только нашей республики, Российской Федерации. Спасибо за устремленность в будущее, но с пониманием, что уже много что достигнуто в настоящем. Марина Ефимовна, очень благодарна вам. Спасибо. Спасибо большое и всегда рада нашему сотрудничеству. Успехов в конференции. Спасибо, всего доброго. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу пленарной сессии. К нам подключается Борис Валентинович Илюхин,
директор научно-исследовательского центра систем оценки управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХИС. Борис Валентинович в октябре месяце был экспертом нашей стратегической сессии для молодых педагогов, хакатон молодых педагогов. И, конечно, позиция Бориса Валентиновича в аспекте управления системой качества очень ценится профессиональным сообществом нашей республики. Борис Валентинович, мы рады вам, приветствуем вас, мы вас видим и просим вас взять слово для выступления. Добрый день, Олег Александрович, добрый день, Галина Владимировна, добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Очень хочется пожелать всем здоровья, благополучия, пережить успешно ту сложную пору, в которой мы сейчас все находимся, и пожелать успеха конференции, всем ее мероприятиям. Я для себя отметил несколько вещей, которые с удовольствием посмотрю, и даже зарегистрировался там, потому что очень интересно, возможно, даже поучаствую в дискуссии. Еще раз спасибо огромное за возможность принять участие в такой замечательной конференции. Сегодня я бы хотел поговорить о трансформации подходов к управлению качеством образования. Понятие качества образования у нас даже закреплено в законе об образовании Российской Федерации, оно для нас уже не ново. Мы много говорим о необходимости улучшения образовательных результатов, это записано даже как цель стратегии развития государства. Но вначале я хотел бы сделать маленькое отступление и сказать, что мы иногда, обсуждая текущие проблемы, текущую ситуацию, в которой мы находимся, и действительно проблем много, и сложностей очень много, мы иногда забываем, что Россия – это часть мирового сообщества. И в 2015 году Организация Объединенных Наций, страны-члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года или план действий по разным направлениям. В том числе там были определены, здесь нет расшифровки, прошу прощения, цели устойчивого развития. И одна из целей устойчивого развития, 4-я цель, это обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования, поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Казалось бы, такая очень благая цель, но если ее детализировать на подцели, вы видите их на этом слайде, то на самом деле мы с вами увидим, что по большому счету Россия и образование Российской Федерации значительную часть этих проблем, этих задач на сегодняшний день уже решила. Если начать быстренько хотя бы читать так по диагонали, обеспечить равный доступ к недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему образованию. Обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать и писать, и считать. И читая этой цели, невольно в каких-то местах улыбаешься и говоришь: ребят, но ведь у нас это все уже есть. Что же мы-то хотим? На самом деле есть некоторые истории, которые из этих целей, которые, несмотря на то, что Российская Федерация, на взгляд экспертов, достигла больших и значимых успехов в достижении мировых целей устойчивого развития, все равно есть некоторые вопросы и некоторые проблемы, и тогда эта постановка задачи на уровне государства войти Российской Федерации в десятку стран по качеству общего образования, она становится не какой-то, воздушной, висящей в воздухе, а она становится абсолютно конкретной, понятной. И на фоне мировых тенденций приходит понимание того, что да, очень много сделано. У нас есть школы, у нас
есть учебники, у нас все умеют читать и все учатся в школе. У нас очень значительная часть населения получает бесплатное высшее образование. Но тем не менее, как говорят философы, есть к чему стремиться. И вот глядя на эти задачи, возникает вопрос, а что же и на что направлен сейчас и должен быть направлен вектор трансформации, вектор развития системы образования. Ну, если очень коротко, опуская ряд положений, мы имеем сейчас на протяжении многих лет в Российской Федерации мы считали и считаем, что нам действительно не хватает в некоторой части ресурсного обеспечения. Действительно, вы помните, что и заявленные цели, и обеспечение нормальных условий для ребятишек, чтобы у них было и нормальное питание, и школы были отремонтированы, и автобусы в каждой школе, в которой есть подвоз, были новые. И многие-многие инфраструктурные вещи, так называемое ресурсное обеспечение государства на протяжении многих-многих лет в эти программы, в эти проекты вкладывало деньги. И, к сожалению, где-то осталось немножко в стороне от всего этого образовательные результаты. Да, мы понимаем, что детки у нас разные, возможности, несмотря ни на что, у ребятишек по доступу к качественному образованию, хотя Марина Ефимовна сказала справедливо совершенно, что интернет открывает широчайшие возможности для доступа к качественному, к серьезному образованию. Но, к сожалению, далеко не везде есть интернет, далеко не у всех есть гаджеты, и мы опять приходим к ресурсному обеспечению. Но, тем не менее, вот вектор развития образовательной политики в Российской Федерации последние несколько лет активно смещается в область качества образования. Причем под качеством образования понимается не только уже качество ресурсного обеспечения, качество обеспечения условий, но и качество образовательных результатов. И мы с вами понимаем, что, во-первых, для того, чтобы улучшать качество образовательных результатов, их надо сначала измерять. И здесь, конечно, вот на этом слайде вы видите огромное, значительное количество оценочных процедур, которые появились последнее время и чуть раньше, и вот совсем новые. И эти оценочные процедуры в общем и целом позволяют получить картинку качества образования в Российской Федерации не только на уровне государства, но и, что я считаю очень важно и очень серьезно, дойти до каждого ребенка в каждой школе. Мы получили инструменты, которые позволяют выявить проблемные зоны обученности практически у каждого сегодняшнего российского школьника. Но если мы зададимся вопросом, зачем это надо, то ответ будет очень простой. Выявлять это надо ровно для того, чтобы с этим работать. Поэтому вы видите на этом слайде направления и названия подпроектов национального проекта образования в Российской Федерации. Мы видим, что да, за последний год и слышим, происходят небольшие изменения в нацпроекте образования. Например, система методического сопровождения педагогов, которая раньше была отдельной подпрограммой «Учитель будущего», зашла и влилась в подпрограмму в проект «Современная школа». И действительно мы продолжаем, и в стране продолжаются стройки, огромные стройки, большие стройки. И государство огромные ресурсы вкладывает в обеспечение доступного дополнительного образования, строятся кванториумы, точки роста, развивается цифровая образовательная среда, развивается система профессионально-технического образования, а ведомственная целевая программа качества образования, которую курирует Рособорнадзор, дополнена новой целью – обеспечение полноты, достоверности и доступности информации о состоянии системы образования в установленной сфере ведения Министерства просвещения. Но вот это все, уважаемые коллеги, оно по большому счету должно быть направлено только на один серьезный и качественный результат – улучшение, извините за небольшую тавтологию, улучшение образовательных достижений каждого отдельного
ребенка. И в этом отношении вектор образовательной политики, может быть, это сейчас еще не так заметно, но я вас уверяю, в ближайшее время это станет заметнее, виднее, проявится более отчетливо. Так вот, вектор государственной политики в области оценки качества образования сейчас смещается, переход в область перехода от проведения оценочных процедур, от получения картинки, просто картинки, к управлению этой картинкой. То есть от получения данных мы начинаем переходить к управлению. А управление, как мы с вами понимаем, это задача не только, собственно, государственная, это задача всех уровней органов исполнительной власти и школы в конечном итоге в том числе. Вот. Поэтому не всегда обращают внимание на изменения в 147-й федеральный закон, который был принят весной этого года, а он говорит о том, что сейчас за образовательные результаты несут полную ответственность не только федеральные органы исполнительной власти, но и региональные, и муниципальные, и самое главное, вот эта вот вертикаль ответственности за образовательные результаты, она смещается немножко от ресурсного обеспечения, когда, ну что греха таить, у нас зачастую муниципальные органы управления образованием на региональном уровне иногда декларировали такие вещи. Наша задача строить, наша задача обеспечить условия, а качество образования – это, ну, более общая задача. Так вот, сейчас выстраивается такая вертикаль, когда на качество образования работают все уровни и практически все органы управления. И в этом отношении инструментом становится методика оценки эффективности системы управления качеством общего образования субъектов Российской Федерации. Недавно, летом этого года, апробированная методика оценки эффективности системы управления качеством образования органов местного самоуправления в сфере образования. И мы постепенно переходим от мер исследования, оценки уровня образовательных достижений к управлению, собственно, процессом на получение более высоких, более содержательных образовательных результатов. И, наверное, вот этот вектор, да, у нас в образовании принято зачастую считать, что вот сверху, знаете, такое обиходное представление, что сверху происходит только контроль и надзор. На самом деле вектор управления сегодня смещается в область программ поддержки, потому что на уровне государства есть отчетливое понимание, что никакая школа самостоятельно свои ни ресурсные проблемы, ни проблемы обеспечения квалифицированными кадрами, ни проблемы методической поддержки одна не решит. И на решение вот этих задач, на усиление внимания к роли учителя, а роль учителя, она сегодня, ну, в моем представлении, она, наверное, немножко трансформируется, при этом, вернее, трансформируется не сама роль, а ее содержание. Роль учителя была, есть и будет главенствующей ролью в образовании, потому что личность учителя, диалог учитель-ученик – это вещи совершенно незыблемые, но вот формы взаимодействия, формы организации образования, методы работы, они стремительно меняются, и здесь, конечно, необходима и помощь, и поддержка государства, чтобы и в систему образования вливались новые кадры, и я с глубоким удовлетворением, с глубочайшей радостью вспоминаю свой недавний визит и приезд в Республику Коми замечательных молодых ребят, с которыми я общался, у них все получится, я надеюсь, я искренне желаю им удачи, потому что они огромные молодцы, они делают совершенно великое дело, они пришли в систему образования, это, ну, извините, наверное, может быть, немножко красивые слова, но от души, это величайшая миссия, которую они взяли на себе, и я очень хочу, чтобы эта
пожелать им успеха в их работе, замечательных детей, счастливых учеников и прекрасных образовательных результатов. Ну и, конечно же, вот тренды государственной политики, ключевые особенности этих изменений – это вовлечение всех органов исполнительной власти, включая муниципальные, как я уже сказал. Конечно же, ориентация на использование современных информационных технологий, информационных систем. Мы с вами имеем возможность сейчас замечательно общаться. Я посмотрел в чате, коллеги из Забайкалья пишут, из Читы, в общем, из разных субъектов Российской Федерации, из Минска. Вот. И мы имеем возможность вот на этой замечательной профессиональной площадке, которую нам предоставили организаторы, высказывать свое мнение. И, по-моему, это здорово в режиме онлайн иметь возможность такого замечательного общения. И, конечно же, в ближайшее время будут реализованы и реализуются уже масштабные программы поддержки со стороны государства, причем программы поддержки не только ресурсного обеспечения, но и самое главное, на мой взгляд, это программы поддержки кадров, обеспечения школ квалифицированными молодыми кадрами, программа поддержки методической работы, поддержки школ с разными образовательными результатами, поддержки школ в целях устойчивого развития и многие-многие другие проекты и программы. Я надеюсь, многие школы и многие коллеги, которые меня сейчас слышат, будут в них участвовать. И вот этот вот поворот лицом к учителю, я надеюсь, очень хороший знак и послужит развитием для системы образования в Российской Федерации. Еще раз спасибо вам огромное за возможность принять участие в конференции, огромная признательность организаторам. Еще раз огромное спасибо. Будьте здоровы и не болейте. Спасибо, Борис Валентинович. Действительно важное выступление. Как всегда, профессиональные задачи, которые поставлены на уровне Российской Федерации, сегодня вы обозначили как задачи, которые в управленческом цикле для каждого субъекта Российской Федерации занимают главную роль в системе управления качеством. И, конечно, ваше участие в конференции, оно очень важно и придает профессиональное значение пленарной сессии. И мы очень рады, что вы уже рассмотрели возможность стать активным участником и других наших стратегических сессий. Борис Валентинович, мы вам очень благодарны. Спасибо огромное, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность задавать вопросы, потому что действительно онлайн-площадка, она позволяет даже в процессе пленарного заседания быть активными не только слушателями, но активными участниками и вступать в процесс общения с нашими ведущими экспертами. Мне кажется, это уникальная возможность, которой надо воспользоваться, уважаемые коллеги. Борис Валентинович, благодарны. Надеемся, что будем встречаться в течение этих 4 дней. Спасибо. Еще раз спасибо огромное, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, мы с вами продолжаем. И в рамках нашей пленарной сессии мы хотим с вами обсудить вопрос, каким же образом сегодня трансформируется система образования нашей республики. Действительно, уважаемые коллеги, значимый указ президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года обозначил, что национальная цель сегодня для системы образования, она интегрирована через все 5 национальных целей. Это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, это возможности для самореализации, развития талантов, это цифровая трансформация. А значит, уважаемые коллеги, именно данные национальные цели сегодня дают импульс для профессиональных изменений, которые связаны с изменениями и структурными преобразованиями в рамках национального проекта образования. Мы хотим внимание обратить, что в рамках национальной цели возможности для самореализации, развития талантов мы сегодня позиционируем ряд структурных позиций. Конечно, это формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Это создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных ценностей. Все эти структурные позиции, конечно, это система социально-культурных и даже интеллектуальных практик. И важно именно нам сегодня с вами обсудить специфику формирования ценностных ориентиров у каждого педагога нашей республики. Потому что сегодня именно интеллектуальные практики рассматриваются как профессиональный смысл образования. Для того, чтобы достигнуть обозначенных целей, ценностный ряд должен быть единым, а значит, должен быть основан на профессиональной потребности, которая возникает у каждого педагога, у каждого руководителя образовательной организации, возникает на уровне управлений образования каждого муниципального района. Тем самым мы понимаем, что любая деятельность – это целенаправленная активность. И нам очень важно, что сегодня в рамках нашего с вами общения профессиональная деятельность каждого участника регионального проекта должна быть связана не только с особенностями профессиональной готовности личности, а именно с формированием единых ценностных ориентиров. Потому что, на наш взгляд, именно рассогласованность ценностей будет формировать именно потребности, которые в дальнейшем будут формировать мотивы, а они уже направляют и наши действия. Таким образом, мы говорим именно о едином профессиональном пространстве. И мы констатируем, что необходимость публичной трансляции общих профессиональных ценностей – это наша с вами задача и в рамках стратегической конференции. Обратите внимание, что на республиканская модель управления качеством образования, а также паспорта региональных проектов, они основаны на модели профессиональной потребности, индивидуальной потребности, требованиях профессионального благополучия и ценности как основы для действия, для достижения необходимого результата. Таким образом, безусловно, общезначимые абсолютные ценности – это цели развития и саморазвития. И это именно система интеллектуальных практик, которая сегодня, благодаря различным профессиональным событиям, мероприятиям, и формируется на уровне Республики Коми. В конечном счете, каждый региональный проект является пространством для формирования нового социокультурного и эффективного пространства. В этом смысле важно понимание стержня человека, который познает траекторию своего саморазвития и профессионального развития. И этим стержнем являются именно те цели, которые обозначены в национальном проекте образования, которые обозначены в федеральных проектах, в региональных проектах. Система образования, которая построена пока в настоящее время по лекалам позапрошлого столетия, все больше перестает соответствовать требованиям времени. И именно данное вызывает необходимость всех изменений. Да, изменений инфраструктуры, но самое важное – изменений ценностей личности. Теория поколений доказывает, что принятые сценарии обучения педагогами поколений X и Y должны изменяться, и необходимо вырабатывать новые педагогические стратегии уже для поколения Z. И сегодня в основе профессионального мироздания, как коллеги тоже сегодня уже говорили об этом, обновленные профессиональные навыки. Да, это и жесткие педагогические навыки, которые
наращиваются в системе высшего образования, среднего профессионального образования, и мягкие навыки для педагогического сообщества, которые формируются именно здесь и сейчас, именно в ситуации, когда каждый педагог понимает, как быстро меняется система образования. Поэтому с учетом развития цифровой образовательной среды, с учетом изменений инфраструктурных, которые сегодня заложены в каждом региональном проекте, мы понимаем, что будущее наступает уже сегодня. Сегодня инфраструктурные изменения в контексте именно проекта «Успех каждого ребенка», «Современная школа» уже определили, что созданы точки роста, кванториум, мобильные кванториумы, созданы центры профессионального развития педагогов, пока не в нашем субъекте, а в других субъектах. Но необходимо именно, чтобы для данных инфраструктурных изменений менялись профессиональные потребности и нашего педагогического сообщества. Необходимо напоминать каждому педагогу и самим себе снова и снова, что образовательные системы по своей природе рефлексивны. И каждый элемент образовательной модели от поведения педагога и организации учебной среды до содержания учебных программ, принципов управления школы, это все несет в себе образовательный посыл для обучающихся, что и определяет условия и образовательные результаты. Поэтому, конечно, интегрирующий потенциал современной педагогики в настоящее время пока недостаточно находит отражение в данных изменениях, в той трансформации системы образования, которая сегодня вышла на уровень действительно технологических изменений. Сегодня очень важно нам понять, что движение человека, познающего по траектории развития, а это каждый педагог, связан именно с самоидентификацией себя в этом новом пространстве. Конечно, образовательная среда сегодня – это носитель богатой, разнообразной, но иногда и противоречивой информации. Мы это именно будем обсуждать, например, на площадке «Цифровая образовательная среда». Все эти противоречия, конечно, воздействуют на разум, на чувства, на эмоции и даже на веру педагогов самого себя. А значит, мы действительно должны понимать, что сегодня система образования – это определенная и лаборатория для профессионального развития, лаборатория духовного, социального и профессионального опыта человека. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, нам очень важно еще раз внимание обратить на стратегические направления развития системы образования, которые сегодня заявлены именно как целеполагание. В них лежит фундаментальность и универсальность. Конечно, это в первую очередь воспитание и просвещение, что позволяет формировать разностороннее мышление, гармонично развитой личности, ориентированной и на здоровый образ жизни, и готовой к активному участию в социальной и экономической жизни республики и страны. И мы об этом будем говорить на площадке, которая будет посвящена профессиональному самоопределению. Мы, конечно, понимаем, что фундаментальное значение развития новых систем оценки, о которых говорил Борис Валентинович, очень важно с точки зрения оценки уже не только предметных результатов, а экзистенциальных результатов, так называемых надпредметных навыков. И, конечно, сегодня формирование функциональной грамотности и 4К компетенций, оно лежит в основе ценностного ряда нашего педагога. Формирование пространства для участия в новых сообществах, методических объединениях, профессиональных ассоциациях основано на готовности педагога заявлять о себе как об активном члене профессионального сообщества, который не только контролируем, а который сегодня
готов стать экспертом, инициатором изменений. Конечно, новые роли педагогов и руководителей, они основаны на новых управленческих протоколах. И это находит отражение в постоянно обсуждаемом профессиональном стандарте педагога-воспитателя. Поэтому сегодня очень важно говорить о горизонтальном обучении, потому что это пространство общения и диалога, а не принятия информации как готового знания. А значит, уважаемые коллеги, профессиональное наставничество, открытое дискуссионное пространство – это все те ценности, которые сегодня формируются на уровне образовательной организации, на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне нашей республики, посредством в том числе и таких открытых для общения и профессионального диалога событиях, конференциях, заседаниях, которые сегодня рассматриваются уже как коуч-сессии. Конечно, на повышение качества образования с точки зрения национальной цели влияет уровень готовности к достижению показателей регионального проекта. И этот год для нашей республики стал знаковым, потому что именно в этом году утверждена модель управления качеством образования. Объектом управления является не только каждый уровень образования, включая в себя качество содержания образовательных программ, качество условий, процессов, а главные субъекты управления – это образовательные организации, это педагоги. Поэтому наши результаты, конечно, связаны с тем, что мы должны быть готовы к обновлению учебных методических материалов с учетом переориентации системы образования уже на новые результаты, связанные с навыками 21 века. А значит, меняются стратегии мотивации наших обучающихся, но только на основе познающего педагога, который готов к изменениям. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что сегодня система образования – это когнитивная форма становления человека в образовании. И сегодня в этот процесс входят не только наши обучающиеся, но и родители, и педагогическое сообщество. Ведущая роль образования, конечно, и социокультурная. Поэтому нам очень важна выработка именно механизмов для создания таких эффективных инструментов для профессионального диалога и профессионального общения. Обоснование необходимости внедрения региональной системы образования, которая обеспечивает постепенный, но стабильный переход именно к новым региональным практикам непрерывного повышения мастерства наших педагогических работников. Конечно, меняется роль систем повышения квалификации, переподготовки. И вот такая серьезная трансформация, она, конечно же, требует учета важнейшего фактора деятельностного подхода. Это научно-методический подход, но в рамках именно этого подхода сегодня выстраивает свою деятельность, в том числе с учетом межпредметного знания Коммерс-Республиканский институт развития образования. Именно действие и знание как подвижный инструмент развития педагогов является основанием, уважаемые коллеги, для организационно-методического сопровождения профессионального развития педагогических работников Республики Коми на основе формирования системы единостного, ценностного материала, который сегодня является для нас основанием для формирования единого пространства. Итак, уважаемые коллеги, ценностные ориентиры сегодня станут основанием для работы всех наших стратегических сессий. Спасибо, уважаемые коллеги. Вот таким образом мы с вами обсудили основные
треки, которые являются основанием для профессионального диалога, я хочу напомнить, что действительно наша конференция – это профессиональное общение и диалог. Мы приступаем к формированию резолюции нашей конференции. Я хочу напомнить, что возможность подключаться к формированию резолюции уже есть у каждого участника. Мы сформировали интерактивную платформу, и нам бы, конечно, хотелось, да, вот коллеги демонстрируют ее, и нам бы, конечно, хотелось, что эта платформа стала действительно для нас той профессиональной, вот коллеги, да, показывают, той профессиональной ориентацией, которая в дальнейшем станет основой для нашей совместной работы по очень важному, да, документу, резолюции нашей конференции. Итак, уважаемые коллеги, пленарную часть нашей конференции я предлагаю считать завершенной. Все наши 7 площадок сегодня, они открыты для регистрации и для участия в качестве активных слушателей. Сегодня действительно мы формируем площадку для интеллектуального, научного и методического общения. И поэтому, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас стать участниками наших профессиональных и интеллектуальных практик. Уважаемые коллеги, спасибо. Мы закрываем пленарную часть. Спасибо, уважаемые коллеги, федеральные эксперты. И через 3 минуты мы начинаем Всероссийскую конференцию «Эффективная школа». Уважаемые коллеги, всего доброго, до новых встреч. Ждем вас на закрытии конференции, уважаемые коллеги, где будет озвучена резолюция нашей конференции с точки зрения именно нашего единства ценностных ориентиров. Спасибо, коллеги, всего доброго. Всего доброго.